ТРК Tulpar долбоору Германияда. Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители. Программа Tulpar сегодня находится в Германии. Тут в городе Баден-Баден проводится ежегодный аукцион по продаже чистокровных лошадей. И самое интересное, наши земляки из Кыргызстана представляют эту компанию и помогают приобрести нашим гражданам, нашим соотечественникам, конезаводчикам из Центральной Азии, из стран СНГ приобрести чистокровных лошадей. Идемте знакомиться с ними. Сейчас мы посмотрим лошадь, которая под номером лота 53, Донна Хелма. От жеребца-производителя Helmet. Мама Династия. Вот, пожалуйста, ее бокс, где она находится, и полная тоже родословная. То есть номер лота, кличка, кобыла, дата, стута кобыла, дата рождения 2020 года, отец Helmet, мама Династия. Девушка, hello, откроет нам бокс, покажет, как она ее расчищает, приготовит. Вот, пожалуйста, посмотрите. То есть она одевает ей. Так. Подготовит нам ее, расчистит, если что-то нужно сделать, посмотрит и выведет нам ее. Все. Okay. Стоп. Вот. И потом уже идет осмотр общий от состояния. Насмотрите на глаза обязательно, чтобы они были живые, целые, обязательно. На ноги, как это все работает. То есть ноги не должны быть кривые. Please. Oh. Смотрите сзади на размет ног, как лошадь себя ставит, показывает. То есть, все ли у нее ровно. Окей, стоп. Стойте там, давай-ка. То есть, обязательно смотрите, чтобы не было накосников. Это очень важно. Чтобы сухожилия были целые, не было накосников. Вот. Из этой книги дальше снова же смотрим на книгу, смотрим, где она скакала. То есть она скакала, сделала в 3 года, она сделала 5 стартов, 3 платных места, заработала 6500 евро. То есть не сказать, что она выдающаяся кобыла, которая выигрывала что-то, но на себя она зарабатывала. То есть ее цена порядка 20 тысяч евро достигнет. Дети Хелмета очень хорошо справляются в Казахстане, скачут. Хелметы очень хорошо скачут в Казахстане. В Кыргызстане тоже на байгу достаточно хорошо идут. То есть открываем бокс и смотрим. То есть, смотрите, подстилка, солома, автоматическая поилка для кормления. И здесь все выглядит так, да? То есть абсолютно чистая солома. Лошадь здесь и лежит, и отдыхает перед выходом на аукционный ринг. Okay. То есть снова же с кольца мы выводим лошадь с кольца, делаем осмотр, также смотрим, да, ближе можем. И то есть здесь сделано все под клиента, ты можешь попросить что угодно у них, они тебе расскажут, покажут, как это все выглядит. То есть смотрим на разметы. Вот здесь прошу заметить, дырка в копыте.
трещина в копыте, да? То есть это тоже достаточно проблематичное. То есть, видимо, что они ее клеили, то есть сделано, да? И, скорее всего, цена этой лошади не будет такой дорогой. Is 2 year? 1.5 year. 1,5 годовалый. Окей, thank you very much. То есть, вот видите, и они все говорят. Я ей сказал, это двухлетний, она говорит, нет, это 1,5 годовалый конь. Но у 1,5 годовалых коней тоже бывают проблемы, даже у молодых. Вот, пожалуйста, ведут молодых. Видите, тут 2 кулуна и 1 годовалый конь. Кулун это у нас, так скажем, 8-месячный. Тоже достаточно крупный. Да, Достаточно крупный, 8 месяцев. Сейчас идет лот номер 24, Silver Secrets от Soldier Hello. Оценивается 50 тысяч евро уже сейчас на данный момент. То есть играют. Так, сейчас смотрим. Дали уже пока 50. 53. Подняли цену на 53 тысячи евро. Дочка Soldier Hello. Пожалуйста. Лот номер 24. Silver Secret от Soldier Hello. Сильвия Стелла мама. То есть 56 тысяч евро на данный момент. Опа. Да, кобыла. 59 тысяч евро. То есть сейчас идут очень такие ожесточенные торги. Люди стараются, но сейчас, видимо, ударят. Дали. Уже 60 тысяч евро дали. 60 тысяч евро кобыла. Дочка Soldier Hello. Так, она только в тренинге, она еще не скакавшая. Еще не скакавшая. Родители скакавшие, мама достаточно в группе 3 выигрывала, достаточно хорошо скакала. Здесь очень серьезный дедушка Шамардал от мамы. Отсюда тоже прадедушка Soldier Wells. То есть такие известные. In the Wings тоже достаточно хорошо скакал. 63 тысячи евро уже. 66 тысяч долларов. 65 тысяч евро. Уже. За 65 тысяч евро ушла. Как мы видим, за 65 тысяч евро ушла кобыла. Очень много лошадей, купленных за 1000 евро, показывал результат в Казахстане, в Кыргызстане, выиграв в 100 раз столько. Да? То есть бывали лошади, которые зарабатывали за скачку по 10 тысяч, по 20 тысяч долларов. В этом аукционе можно, кроме лошадей, что-нибудь купить, то, что касаемо лошадей? Ну, фирмы, партнеры привозят, скажем, машины. Сейчас пойдем покажем. Вот 80 тысяч евро стоит коневозка, но она абсолютно новая, для 2 коней, со всеми условиями. То есть главное безопасная. То есть лошади английской чистокровной породы, они достаточно очень резвые, иногда бывают агрессивные, очень вспыльчивые. Любят комфорт. Да, любят, и обязательно им должен быть комфорт. То есть поэтому люди, то есть хозяева лошадей готовы инвестировать деньги не только в лошадей, но и в машины. Хоть так дорого стоит покупать. Это, знаете, если лошадь стоит 500 000, почему вы не купите ей машину, чтобы ее перевозить за 80 тысяч? Отлично. Пожалуйста. Вот, то есть у них идет каталог, и вот по каталогу можно посмотреть тоже, какие у них машины, да, для чего они машины созданы. Вот, пройдем сюда.
Пройдемте. Вот, пожалуйста, машина. Коневозка 23-го года. Новая, абсолютно новая. Имеется, то есть эта перегородка сдвигается на середину. И здесь место для 2 лошадей. С вентиляциями, с камерами. То есть с безопасным входом. То есть, прошу, зайдите сюда. То есть безопасный вход. То есть все с двух сторон все безопасно. То есть нет, здесь я только для людей. Резиновый пол, да? Резиновый пол обязательно. Обязательно. То есть мочеотгонка. Обязательно. Перегородка. Да. То есть, да, закрывает. Все, лошади друг друга не видят. Лошади не видят. Единственное, да, то есть они не видят друг друга, едут спокойно, потому что то есть, лошади достаточно горячие. Здесь тоже есть люк, чтобы смотреть, как лошади стоят, все ли с ними хорошо. Почему в Европе все так? Лошади все по-другому выглядит, не как у нас, потому что здесь подход фундаментальный. С самого низа подходят, смотрят абсолютно за всем. То есть не упускают ни малейшей детали, чтобы вырастить ипподромного бойца, качественного ипподромного бойца. Die BBAG wurde 19... ББАГ было в 1988 году создано из 2 аукционов в один в то время. И вот с того дня до сегодняшнего дня она функционирует. Aktuell nicht mehr mit Anschluss. Inertie, Next Eagle an der Außenseite, dahinter Merlust an der Innenseite. Asamastam ist vorne, von Next Eagle die beiden Pferde von Pavel Vovchenko. Asamastam von Next Eagle, dahinter Merlust an der Innenseite. Asamastam gewinnt gegen Next Eagle, dann Merlust, dann Zoe von Nein, wir verkaufen, das ist ein sehr zentraleuropäischer. У них лошади идут со всей Европы, да, собираются. В основном немецкие лошади, но и это со всех, да, допустим, с Англии, Ирландии, с Франции, потом та часть Европы, Чехия, Польша, оттуда все. Ну, в основном немецкие лошади продаются. Потому что здесь рожденные, да. Так, выиграла 10 тысяч евро лошадь Казамастра. Пожалуйста, вот она. Ее сейчас помыли, она уходит. Мы сейчас в кольце, после, с какого здесь было награждение победителей. Только идет, да? Да, только награждение победителей. Сейчас Джокей, прошу заметить, девушка. То есть выиграла, эта лошадь выиграла сертификат от Баден-Бадена, от Клаус, дает на 3000 евро подарок и отдельно еще 10 тысяч евро призовой фонд, и это как подарок шло. Дополнительный приз. Мы делаем специальное приглашение от аукционного дома Баден-Бадена. Они отправляют нам свой паспорт, мы заполняем и отправляем им приглашение. Люди идут в посольство и подаются, и то есть там очень большая вероятность, то есть, что получат визу. Почему? Потому что это тоже принадлежит государству. То есть государственный аукционный дом приглашает сюда, в Германию, купить на покупку лошадей. То есть в приглашении это все учитывается. И приглашение отправляем клиенту, клиент идет, просто подает на визу, и мы ему подбираем, когда он прилетит, то есть в дни аукциона он прилетает, ходит с нами, смотрит, как это все работает, и выбирает лошадь и берет ее себе.
Вот сейчас 4-й номер победил скачку. Заработал хозяину 10 000 евро. Пожалуйста. Сейчас берут у него интервью. Вот. Хозяйка радостная, целует коня. То есть Джокей дает интервью, говорит, рассказывает, как далась ему эта победа. Da sind wir natürlich besonders stolz, dass wir 2 Arc-Sieger, 2 Sieger im Prix de l'Arc de Triomphe schon hier verkauft haben. Дентрим und Toccato Tasso. Окей. У них самые эти 2 лошади были проданы именно с этого аукциона, которые выиграли триумфальную арку во Франции. Это самая знаменитая скачка, скажем, почти, ну, по миру можно считать. И местные лошади выиграли. Und das Tolle ist, die Pferde waren gar nicht teuer. Dentrим hat 9.000 Euro gekostet und Toccato Tasso 24.000. Beide haben mehrere Millionen Euro gewonnen. Допустим, это как пример. Торкадо лошадь, да, она стоила 9 000 евро на аукционе. Так. Да, а то, что она выиграла, сейчас речь идет о триумфальной арке, там призовой фонд был около 3 миллионов евро. Выиграл. Да. Конь, да? Да. Хозяин купил за 9 000, а выиграл скачу за 3 миллиона. А тот второй конь, Тара-Аска, по-моему, он ее купили за 24. И уже спустя год она тоже самое выиграла, триумфальную арку. Für dieses Rennen mit ersten Chancen, Sancho sticht mir da so ein bisschen ins Auge. Adrie de Vries reitet für Christian Wolters diesen Adlerflugsohn, der hier während der großen Woche gewinnen konnte über heutige Distanz und in Hannover im Rennen von Imaran Dritter war. 4 Längen hinter selbigen mit 4 Kilo weniger. Ja, das ist tatsächlich, können wir vielleicht nochmal ein neues Maß bei holen, was wir in den Platz haben, ein bisschen von der... Zurückgebogen werden, die müssen dann also... Жақсы аттарды алып жатқанда линиясына қарайды екенсіздер, жоқ атасы жағына линиясын қарайды, же енесі жағында линиясын қарайды, қайсы жағын көріп қарайсыз? Маған салғанда мен 2 жағынан қараймын негізі. Көбірек қайсы жағы мындай жақсырақ тартады баласына? Шеше жағы ғой. Енесі жағынан ба? Шеше жағы дұрыс болу керек. Шешесіне қараймыз, группа дейін берген ба, дистанция қалай жүгірген. Шеше жағынан көп қараймыз негізі. Шеше ғой 70% беретін. 70% енесі тарауынан беріледі. Шешеден беріледі. Адлер Флюктің баласы Итодан түскендерді көп алды. Мен өзім біреусін алдым, тағы 1-2 ағамыз алды. Өйткені бізде Итолар жақсы результат беріп отыр. Сосын барып сол Манзумнан қуалайды ғой көбінесе. Биылғы мен мысалға былтыр Франциядан бір құнан алып кеткен, Батырхон деген айғырдың баласы ең мықты жүлдесін ұтып алды анен сол құнан. Сол үшін біз көбінесе Манзумға жүгіреді негізі, қазақтардың көбісі. У кыргызов лошади испокон веков, кочевой народ, и думаю, стоит развиваться в этом направлении. Стоит строить ипподромы, построить большой ипподром и начать развивать отечественное коневодство. Если у нас будет ипподром, будут скачки, Баден-Баден с удовольствием аукцион приедет к нам, устроит скачку за свой счет, поставит крупные призы. То есть обязательно можно договориться, чтобы они приехали, поставили крупные призы, провели скачки, финансировали, каждый год финансировали. То есть это одни плюсы, лишь бы начать. То есть надо начать развивать коневодство в стране. Қырғызстан алға!